Осетия славится своим гостеприимством и, конечно же, пышными застольями. А вот как проходили застолья раньше и что с ними стало сегодня, мы поговорим с заместителем председателя Высшего совета осетин Русланом Туаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к застольям современным? Они ведь далеки от тех канонов, которые были раньше. К сожалению, далеки. Потому как, начну с того, что застолье стенское, да, это, старики так говорят, это академия. И вот если младшие не прошли, не стояли возле стариков, не ухаживали за ними, откуда им знать, как все это проходило? В былые времена, как раньше было, действительно, в застолье принимали участие только взрослые, старшие. Остальная молодежь вообще не садились за праздник, будь то свадьба, будь то какое-то радостное мероприятие, они не садились. Они принимали участие в танцах, кашт. И туда им отправляли тоже бокалы. Бокалы, как положено. Благодарили за то, что они соблюдают обычаи наши, традиции и тому подобное. И раньше, вот почему говорю тоже, сейчас застолья совсем по-другому проходят. Вот на свадьбах, скажем, к примеру, приведем то, старшие еще, допустим, не осветили 3 пирога. Сейчас же нету уже таких длинных столов, где за общим столом сидели все, кому положено. Сейчас круглые столики, молодежь садятся. Я их не ругаю, потому как у многих бывают гости. Вы правильно сказали, мы гостеприимные. И у кого гости бывают, там с соседних республик, с великой матушки России. И они за круглым столом садятся, и у нас очень вкусные блюда тоже готовят. Как некоторые говорят, когда за стенским столом есть фетчин, зачем еще другие блюда ставить? Аромат манит, и вкусно, и тому подобное. Тех тоже, наверное, и от уважения к гостям они раньше начинают праздновать свадьбу и тому подобное. Я говорю, не осуждаю я их, но сравнить, как раньше было и как сейчас, это как небо и земля. Мы все смотрим соцсети какие-то, нам всем попадаются ролики разные с мероприятий, со свадеб, с дней рождений. И в последнее время торжества в Осетии ассоциируются с морем алкоголя. Это плохо, конечно. Наверное, дань традициям, что любим гостей, а если гости к нам откуда-то приехали, им хочется выпить. И за солидарность с ними, наверное, тоже наши тоже могут употреблять. Раньше тоже, я не скажу, что раньше не употребляли, но раньше в умеренных количествах. Есть у нас поговорка так, чтобы человек был умерен в еде и в питье. Я знаю, мой покойный отец, простой рабочий, разнорабочий, неграмотный, с любой свадьбы приходил домой и просил покушать дать ему. Когда вопрос задавали, ты же со свадьбы пришел, знаешь, там не кушать и не пить пришел туда. Я дань уважению, там, как положено, посидеть. Надо во всем знать меру. Раньше, я еще пару раз повторюсь, бывали выпивки. Младшие вообще не выпивали, старшие тоже, но между тостами огромная разница во времени была. А между тостами были легенды рассказывали, упражнялись, кто красивее какую-то легенду скажет. Вот, скажем, первый тост какой-то сказали, и, первое слово старшим бывает, он что-то рассказал, легенду, притчу, что-то. Потом еще рядом кто-то, потом так. И все рассказывали, и весело было, во-первых. И еще, наверное, между тостами час проходил, и никак человек не мог опьянеть. А сейчас, наверное, застолье через 2 часа может уже завершиться. И отношение поменялось. Скажите, пожалуйста, я слышала такую историю, я не знаю, правда это или нет, а вы мне скажите, могло ли такое быть на самом деле, что
человек, однажды живший в одном из сел нашей республики, он побывал на какой-то свадьбе, он выпил, и когда он шел домой, его чуть-чуть пошатнуло в сторону. И от осознания своего позора ему было настолько стыдно, что он собрал семью, и они переехали в соседнее село жить. Отношение действительно такое было к пьяным людям или нет? Или это все легенды? Почему легенды? Ну, видимо, чуть-чуть там приукрасили. Если человек пошатнулся, человек может и споткнуться об камень или где-то наступил в ямочку или что-то такое. Но прийти пьяным, это считался позором. И сейчас считается позором. Как может человек выпить до того, чтобы его шатало и тому подобное? Стыд и срам. Тем более для нацмена. Ну, сейчас на застольях, вот как бы деликатно сказать, очень нехорошо себя ведет в основном молодежь. Молодые совсем ребята употребляют много-много алкоголя, и вот потом начинается бесчинство. Сейчас на свадьбах и драки бывают, и что только не бывает. Вот что надо делать, чтобы этого не было? Может быть, надо как-то, я не знаю, обучать, рассказывать. Вот что с этим? Вообще-то как-то планировали, вот Высший Совет Остин для чего существует, чтобы обучать младших и поведению и тому подобное. Но в первую очередь поведение любого младшего зависит от его семьи. Как в семье он воспитывался, так он себя будет вести и в обществе. Недаром же говорят, как тот человек предупреждают, выходишь на улицу, ты лицо своей семьи, потом лицо своей фамилии, потом лицо своей деревни, села, потом, если с республики выезжаешь, то лицо Осетии. А если вообще за границу едешь, то представляешь Россию. Поэтому каждый человек должен себя держать в руках и, чтобы не позорить семью, фамилию, республику свою. Ну, не всегда так получается, потому что хорошая семья, там хороший ребенок. Но вот на застолье попадаешь, я часто сталкиваюсь с тем, что там наливают кому-нибудь, говорит, я не пью, и вот начинается. Да, Сайма, вот это, Ю, Суданузан. Мои золотые, вот, я очень часто сам сижу старшим на свадьбах, на пиршествах и даже по траурным мероприятиям. Я, наоборот, бываю счастлив и всегда это говорю. Никогда не заставляйте никого пить. Я радуюсь тому, и я еще и замечаю, если человек не пьет, сел. Потому как некоторые, если не пьет, ему как бы трудно до конца застолья высидеть. Я радуюсь и отмечаю. Вот посмотрите, пример берите с того, что не пьющий. Или если они выпьют, тогда уже не могут себе сдержать, некоторые хотят закурить. Это тоже стыдно. Никогда не было, чтобы за столе человек мог себе позволить. Не то, что молодежь, но и старшие, чтобы могли закурить. Поэтому наша задача в том, чтобы всегда ласково... Вот многие сейчас боятся сделать замечание. Я этого никогда не боюсь. Если ласково скажешь замечание, дорогой мой младший, пожалуйста, не делай так. Никто мне никогда не оскорбил, никак, чтобы не среагировал нормально. Такого еще никогда не было. Поэтому надо от себя исходить, пример показывай сам, веди себя нормально. И младшие, у нас же говорят как, младший не делает то, что ему говоришь, он делает то, что видит. Если он видит, что старший достойный, я и в своем дворе, вот я не знаю, может, молодежь, у нас во дворе прекрасная молодежь, может, кто-то где-то себе позволяют, но возле меня они не позволяют. Вот честно вам говорю, не хвалюсь, в моей семье от меня ни супруга, не говоря уже о детях, никогда не услышали нецензурное слово или что-нибудь такое, чтобы орал, чтобы до соседей слышно было что-то такое. Не было такое.
И так практически каждый взрослый хозяин семьи. Руслан, если говорить о том, как изменился осетинский стол в плане напитков традиционных, то есть что подавали раньше к осетинскому столу и что мы видим сейчас? Раньше подавали в основном на праздничный стол, вы имеете в виду, да? Ну, выпивка бывала, осетинское пиво, пироги в обилии. Фитчин-то, я говорю, знаменитые, да? Но их раньше было мало. Почему, тоже скажу. Сейчас что поменялось? Раньше фитчины не пропускали фарш через мясорубку. Рубили? Его рубили. Это очень трудоемкая работа. И если раньше бычка резали такого же, там, 300 килограмм, что-то, сейчас не больше бычок бывает, но сейчас быстро это пропускает через фарш, и огромное, каждому человеку достается по фитчину, наверное. А раньше только самым почетным, старшим, приглашенным и тому подобное. В ограниченном количестве были. Ну, мясо в изобилии, осетинское пиво, ну, зелень. А столько таких разных блюд не было. А сейчас столько разных салатов делают. Ну, это тоже, как бы, я не знаю, это, может, и хорошо, что люди раньше сейчас... салаты не делали? Единственное, я в селе вырос. И вот на моей памяти, что есть, на свадьбе из салатов был только винегрет. Потом, чуть позже, появился и московский салат. Других салатов не было. Сейчас и крабовые палочки, и салат, и цезарь, и каких только наименований нету. Бывает часто, что к ним и никто не притрагивается. Но люди думают, что зачем у меня стол должен быть скудный. Поэтому стараются побольше всего положить, дабы никто... Ну, если особенно событие радостное, то я понимаю этих Хочется, людей. чтобы все На радовались. радостных событиях я могу допустить, что хотят, пусть там вплоть до икры, все, что... Единственное, плохо, вот, я расстраиваюсь так, когда на похоронах, на поминках кладут очень много всего. Вот у Осетин раньше, без этого же не бывает, где есть люлька, там бывает и гроб. Только клали пироги, ну, там для старшего станет хлеб, лаваши и тому подобное. Отварное мясо, арака и больше ничего. Сейчас же только и зелень, и соленье, ну, чего только не бывает. Всего много разных напитков. Ну, это не украшает человека. Я не хочу фамилии называть, очень знаменитые люди, которые успешные бизнесмены, на похороны родителей дал указание. Отец, мол, завещал так, как раньше было, чтобы только мясо, там, или шойфахта, валибах, вода, выпивка. Больше, чтобы не было ничего. Ну, сейчас упражняются, особенно на поминки, и ананасы, и тому подобное. Говорят, ну, побольше, что было. Когда наши предки не то, что не пробовали ананасы, бананы и тому подобное, многие, наверное, и слыхать не слыхали. То есть вы все-таки за то, чтобы стол на поминке был довольно-таки аскетичный, да? Может быть, Да, это связано и с тем, поскромнее. что меньше, чтобы сидели за столом, это только помянуть и уйти. И то тоже, но от того, что человек много чего-то накроет, от этого покойнику лучше не станет. От этого в загробном мире ему главное помянули, как наши предки делали, и на этом, чтобы ограничивались. И еще многие бывают, придумывают лишние тосты, ну, по-осетински рахта. Тост это как бы по хорошим мероприятиям, а поминальным мероприятиям рахта. И это должны быть в ограничениях. В свое время, когда-то я ну, по просьбе многих начал писать книгу «Осетинские обычаи и традиции». И разослал, обратился, я тогда еще не был членом Высшего Совета Осетин, обратился в Высший Совет Осетин, разослали копии моих вот, черновиков по всем районам. И в основном соглашались
со всеми этими, что я написал. Единственное, я предлагал, чтобы тосты на поминальных мирах сократить. Вот все как один против этого написали. Не, сокращать не надо. А есть какое-то определенное количество тостов, допустим, за свадебным столом? Какой-то негласный регламент. Регламент какой-то. Или это может быть бесконечно? За свадебным столом абсолютно нету. Это за поминальным столом, конечно, есть строго регламентированные, а за свадебным столом, допустим, вот сижу я тамадой или как старший застолье, и присутствует за свадебным столом герой России или олимпийский чемпион. Тогда это не тост гачидав, говорят. А если их много, то никого же не обидишь. И тоже произносишь. За праздничным столом главное не пить много, произносить много тостов можно. И чтобы компанию поддерживать. Хочется вообще-то, если у нас много времени есть, правильнее как, что класть тоже. Это тоже очень актуально. Очень интересно, расскажите. Да. За праздничным столом, в разных районах тоже вот как-то нарушают. Да? Я хотел это тоже подчеркнуть. Старший произносит тост бажик. В руках держит, плечевая кость. Второй старший, там 3 ребра, третий шашлык. Допустим, я против никого никогда не выступаю. Но в Алагире, скажем, они молятся все, трое старших шашлык держат в руках, из передних частей животного. Я спрашивал у мудрых старших, присутствовал у них. И говорит, ты нардские сказания не читал? Читал. Говорит, там пошли на охоту, убили оленя. И с печени, легких, сердца сделали шашлык, и 3 старших шашлыком поднялись и произнесли. И я говорю, если сына будешь женить, ты жертвенного бычка убивать будешь? Нельзя. Может и на правый бок упасть. Это есть ритуал, где человек обязательно так должен поступить. Поэтому и вот самое большое разграничение, примерно, чтобы вы тоже знали, к вам обращаются с вопросами. На праздничный стол, свадьба, там, пиршество, голова с правой стороны, шея с левой. И сверху еще лопатка кладется жертвенного бычка. Многие тоже по этому поводу спорят. Почему это так, мол? Главное, шея причем, так наоборот ставится. Ухо как можно правильно отрезать. И приводишь примеры. Вот на праздничном застолье, где ухаживающий стоит с правой стороны. Бокалы с какой стороны заносят? С правой стороны. Невесту с какой стороны приводят к старшему? С правой стороны. Так кто же главнее, голова или шея? Где он тогда стоит? Вот свадьба, праздники – это хорошее дело. А поминки – это, по-стински, по-русски дословно и не переведешь. Галью мака, не балуйся, и там вода. Левый – это все. Если на праздничном столе человек чокается со вторым, третьим, то на траурных мероприятиях не чокаются. И там за столом тоже уже кладутся только голова и шея. Потому как все там четное должно быть. Если на праздниках нечетное, то здесь четное. Поэтому, чтобы люди это понимали. То есть раньше об этом знали очень много людей. Сейчас вы это нам рассказываете, и много чего мы впервые слышим. Люди знают это? Эта мудрость остается в народе или все-таки как-то поменьше людей пример стало? Привожу от себя, что в жизни я услышал и как я поступил. Многие говорят, почему вы так делаете? Мои предки так делали. У меня дедушка был кулак, у него батрачили там кто-то, да. Сейчас где я батраков возьму?
где что-то, если и он там где-то мог угнать от князей, там, бычков, я что тоже должен сейчас заняться этим, абреком стать? Какой у вас Или, дедушка? ну, знаменитый был, Интересный. раньше же бывало так, если сватов подбирали, то знаменитых, и если его вы подбирали, ему никто не мог отказать. Если он пришел от чего-то имени. Я сейчас, к сожалению, не могу похвастаться, я не знаменитый, но я, зная, что парень недостойный, я не пойду сватать за него. Потому как я ответственен за этого человека. А вы когда-нибудь отказывали на такую просьбу? Отказывал. Да? Да. Ну, в основном мои знакомые, у них дети правильные, и в основном больше я иду. Я вот, ну, кому это надо, но я уже до 43 раза был на свадьбах старшим. Хотя я не такой уже еще и старый, может, еще столько придется. Ого. Отсадить. Да. Как минимум 100 раз. Да, еще 100 раз. Дай Бог, чтобы у вас в доме были мероприятия хорошие. Спасибо. Я с удовольствием приду. Вот вы говорили о застольях, что раньше были длинные столы, и все за них садились, и вот старший произносил тосты. Сейчас, чтобы, вот как вы говорите, в кафе, в ресторанах, вот это отдельные столики, чтобы всем было слышно, о чем говорит хиштар, ему дают микрофон. То есть, чтобы тост слышали все, это вот как знак, что вот хиштар начал, первые 3 тоста, чтобы все понимали, когда порезать пирог, когда начать уже Я вас понял. есть. Но я к чему говорю? Многие начинают возмущаться. Вот, зачем этому хиштару дали этот микрофон? Я вас понял. Музыку выключают. Вот Спасибо это. за вопрос. Вообще-то, не только я так думаю, но вообще я бы хотел, чтобы все, у кого в доме вот праздники, чтобы музыкантов приглашали через 2 часа после того, как начинают произносить тосты. Старшим сажают человека того, который и голос поставлен, и все. Мне лично не нужен микрофон. Если я произношу тост, слышать самый большой ресторан, где есть, в конце будут слышать все. Я не буду орать, просто громко говорить, но это не говорит о том, что если будут все орать, я перекричу их. Все должны слушать старшего. Но когда музыка играет громко, я не хочу, у нас очень много хороших музыкантов, талантливых. Ну, пусть они организовывают концерты и выступают там. Многие старики, честное слово вам говорю, встают, они уши не выдерживают от этого шума, встают и уходят. А ведь свадьба и праздники для того, чтобы там родня собираются, там новые знакомые бывают, чтобы пообщались, чтобы дружнее были. И вот когда, я к чему говорю, когда длинные столы были, там особо ты и не встанешь, никуда не уйдешь. А когда сейчас за разными столами сидят, тогда вот уже и порядок нарушается. Там старший не может уследить, кто за каким столом сидел и почему раньше встал и почему раньше ушел. В какой момент после начала застолья все-таки молодежи можно было уже и сплясать, и спеть, и показать себя? Вообще-то тоже, спасибо вам, вы очень мудрые вопросы задаете, как будто сама от 100 лет старшим за столик сидела. Старший должен пример подавать. Ну, не сам старший, но сам старший должен уже и объявлять, что кому-то поручить станцевать. Даже спеть тоже начинают старшие. Тогда уже младшие тоже могут. Раньше же как было, в застольях тоже какой-то тост, и потом поют песни. А сейчас старшие уже что-то, младшие уже могут начать петь и тому подобное. Старшие должны спеть что-нибудь, куплетик какой-то, а потом уже должны, младшим тогда уже тоже позволено. И еще насчет танцев тоже. Раньше уже бывало, как мы сказали, распорядитель танцев. А сейчас вот в ресторанах выскакивают по 20 пар. Как должны люди там ориентироваться, и кто-то вот красиво танцует. У нас сейчас, слава богу, молодежь очень продвинутая, радуется душа за них. Все умеют красиво танцевать. Но если 20 пар танцуют,
где ты определишь, как он красиво станцует и тому подобное. И не заметишь. То есть должна быть какая-то очередность, да? Да. И человек, который Да. будет Да, распоряжаться А этой так очередностью. толкаются Это все. А В те потом времена вот это вот... трудное имя. Чегри назывался распорядитель танцев. И он Сейчас объявлял. еще есть такие люди или уже совершенно уже безвозвратно Разве что в селах. в селах В селах. остались? А в ресторанах я за последние, не знаю, лет 20 или больше не видел такого. Мы можем и старших-то потерять, потому что очень часто нанимают просто ведущих, Да. тамаду. Огромное тоже вот, всё. недовольство очень многих. Старший сидит, прекрасный старший. Я знаю, у нас очень много хороших, достойных старших, которых слушать и слушать, как они красиво произносят тосты. А ведущий определяет его. Теперь вот за молодых тост произносим. Старший еще ничего, ведущий объявляет, теперь за молодых, теперь за соседей, теперь за родителей невесты, за родителей... Ну, это тоже неправильно. Ведущий берет на себя ту роль, которая обязанности, как должна будто быть. он подсказывает старшему застолье, сейчас какой тост произнести. Вот это тоже, людей не устраивает очень-очень. Поменялись ли у нас как-то напитки, которые там были раньше, скорее всего, было, да, там астинское пиво распространено, и его умели варить практически в каждом доме. Еще Сейчас пиво обязательно должны были варить мужчины. Да, Да. Не только мужчины. Вот как пироги готовят женщины, пиво должны были варить мужчины. У нас прекрасная Никогда молодежь не есть, видела, чтобы варили скажем, на празднике, когда весной туторта проводят, там вот Аслан, Коса, Вельбурс, Техов, вы знаете, они публично, чтобы люди, кому это нужно, кто хочет научиться тоже, вот где в парке есть рядом с музеем площадка, и они и варят там, вот Абьев Валера, дай Бог ему здоровья, там его люди пироги пекут, и все. Они вот и рассказывают, люди подходят, и они рассказывают, как правильно все это делается. И еще когда гости у нас бывают, такие счастливые, я всегда присутствую на их мероприятиях, и говорят, они еще звонят знакомым, говорят, бесплатно, говорят, дают, приходите. А можно еще взять? Да, пожалуйста, там никому не отказывают. Дай Бог им здоровья. я Администрация просто почему Владикавказа. спросила, вот я недавно, несколько лет назад хотела научиться варить астинское пиво. Не женское И- это дело. Да, но я смогла найти только одну женщину, которая мне показала, как его правильно варить. В городе, я имею в виду, в пределах Владикавказа. Даже не знала, что это мужчины должны делать. Да. Я хотела спросить, мы все говорим больше о молодых людях. Как должна вести себя на торжественном мероприятии, традиционном астинском, девушка? Раньше все садились так, девушки отдельно, если столы были, мужчины отдельно. Почему так было? Сейчас все перемешалось. Сейчас, я же говорю, раньше был единый стол, где садились мужчины. Сейчас разные застолья, и сейчас у нас равноправие, вы знаете, да? Девушки тоже такие же умные, не только красивые, но еще и умные. Раньше же, как говорили, только коса длинная, остальное, мол... А ум короток. Да, а сейчас и ум длинный, и коса длинная, и юбка длинная, и все. Поэтому, кому запретить человек сможет, если девушка пришла тоже на праздник и отдыхает. То ли подруга замуж выходит, то ли брат женится или тому подобное. Никому не забывай. Главное, поведение, чтобы было достойное. Вот, я не знаю, я не хочу... Лучше бы женщины, старушки, это вот как-то рассказывали, я никого не хочу обидеть из девушек. Все действительно... В Осетии, видимо, самые красивые девушки. Как красивой девушке можно что-то сказать там, не делай то-то, то-то, то-то. А что нельзя делать все-таки Допустим, девушкам? мне нравится людям, когда, огромные, накачали губы. Потом татуировки когда. Девушка чем славится?
своей красотой. Ну, что Бог дал, вот, ну, для чего какие-то звездочки, какие-то змеи, что-то на руках, где-то на шее, что-то. Для чего? Это некрасиво. Но это если касаемо внешности Да, девушки, а внешности. поведение? Вот на Поведение, застолье. скромное поведение. Тоже скажу, не хочу никого обидеть. Допустим, некоторые могут, я понимаю, от души заливисто смеется. Улыбаясь, вот как вы улыбаетесь. Приятно же всем. Так же там. А вот если некоторые, да, или громко кому-то кричит через весь стол, кого-то зовет, что-то. Девочка всегда была скромная. Не только в Остин. Вообще в нашей республике, за пределами нашей республики, за Кавказских республиках, всегда отличалась скромностью. И была уважаема и почитаема из-за своей скромности. Вы знаете, когда кровники дрались, девушка, если снимала платок, клала между ними, люди останавливались, не могли дальше, чтобы произошло кровопролитие. Были времена даже так вот, если всадник, путник куда-то из села выезжает, а девушка откуда-то идет в село, он должен спешиться, развернуться, провести его до селения, а потом обратно сесть на коня и ускакать по своим делам. Девушки у нас всегда были в почете, и женщины, и сейчас в почете. Вот до сих пор я очень многих знаю. Я и сам, если моложе меня женщина, девушка, что-то с сумками тяжелыми идет, я не могу рядом пройти, чтобы не предложить взять и донести сумки. Это, не знаю, культура человеческая. Базовые настройки. Да. Как-то отличается Остинское застолье в разных ущельях? Или нет? Или все-таки один регламент для всего? Отличается, не сильно. В Дигорских районах там на голову не лопатка стоит, а сердце жертвенного бычка. Или я вот до этого что сказал, на Печень. мероприятиях Это Валагирского. переставляют, голова, шея в разных местах ставится. Но это не сам. Мы обращаемся к людям, потому как если в твоем, дай Бог, чтобы праздники были у каждого в доме, да? Если в вашем доме есть мероприятия хорошие, да, то если вы меня приглашаете быть старшим, я вас должен спросить, как вы хотите, как у вас заведено и как бы вы хотели. И в вашем доме только как вы хотите, вот так должны человеку отмечать. Но в городских условиях все с разных ущелий. Поэтому есть общий порядок. И Высший Совет Остин выпустил книгу, как короткий справочник, как должно быть. И раздали по всем селениям, по всем дворам и тому подобное. Все это знают. И должны когда общие мероприятия, должны делать одинаково. Еще вот самое главное, то, что хотел сказать тоже. Не могу пройти мимо этого. Люди не до конца осознают, когда траурные мероприятия бывают. У наших предков и сейчас правильно так. Замешивая тесто, заблаговременно из верхушки теста делают 3 пирога, и этими 3 пирогами хозяевов, домочадцев благословляют, чтобы были счастливы. Ракувынс хазарбинонтан. А на стол уже выносится 2 пирога. А некоторые требуют. Я, говорит, старшим сижу, как я со Всевышнего могу сказать 2 пирогами. Когда 3 пирогами человек освящает 3 пирога, да, тогда и амин должны говорить. Но на траурных мероприятиях это нельзя делать. Ни бокал нельзя передавать. Там фазахшка конец. Вот это не кувга на траурных, а фазахшка, так называется. Поэтому
значение 3 пирогов каждый знает. Да? Солнце, земля и вода. Для усопшего уже солнце не светит. Этот пирог убирают. А некоторые вынесите, говорят, 3 пирога, а потом 1 пирог убирают. Ну, пирог это священный у нас. Он же, куда его ты убираешь? Куда ты его денешь? Говорят, ну, сворачиваешь, мол, и передаешь вниз. Ну, неправильно это. Еще, как-то будучи на одних съемках, мы познакомились с женщиной, которая готовила астинские пироги. Она нам сказала, что у них дома исключительно всегда готовит пироги она и по родственникам, то есть если нужно что-то отметить, потому что она говорит, что астинский пирог нельзя переворачивать. То есть когда хозяйка его уже вылепила из теста, то есть на эту сторону вот эта дырочка, которую она собрала, нельзя переворачивать на эту сторону, чтобы он был как бы красивый сверху. Я понял вас. Вот можете рассказать об этом моменте, что это значит? Почему его нельзя переворачивать? Это даже проклятие есть. Чтобы, как бы правильно выразиться, да сартал ражилечага. Ну, чтобы жизнь у тебя перевернулась. Это, ну, примета плохая. И нельзя переворачивать. И пирог в доме вообще старшая женщина всегда печет. Дырочку тоже, ну, я не против, вот, которые у нас очень много умных людей, и, говорят, это центр земли и тому подобное. Но это тоже дырочка для того, чтобы оттуда воздух выходил. Мы все это знаем. Я против никогда ничего не выступаю, но реально-то знаем, почему так. Хочу еще спросить, если про торжества. Сейчас ни одно торжество не обходится без каких-нибудь скандалов, драк. Молодежь ведет себя неприлично. Вот в былые времена как-то это наказывалось? Как-то, может, предупреждали? Или немножко другие были по другим канонам воспитаны, и сейчас это все утрачено? Это вообще стыдно же. Может, воспитание другое, но сейчас тоже, как бы, я не согласен с вами, что раньше предупреждалось, может, и сейчас предупреждается. Я очень часто, когда Ченскаштима, ну, поезжане, еду с ними, обязательно предупреждаю всех, чтобы не обгоняли друг друга, потому что столько и аварий происходит сейчас, дорогущие машины, и у человека праздник, а ты вот превращаешь его праздник в какое-то горе. Но многие переворачиваются, не дай бог, и несчастные случаи бывали. Еще предупреждаю, чтобы никаких стрельб не было. Стрельбы тоже, чтобы люди понимали, для чего стреляли. Стреляли только уже возвращаясь к дому жениха, и оставался, когда километров 2 до возвращения в дом жениха, начинают стрелять. И сегодня еще справляли вот в 46-й школе праздник джигита. И джигитовали. И кто первым примчится, и люди уже знали, с пирогами выходили, встречали. Кто первым примчится, вот ему давали 3 пирога, курицу и тому подобное. А люди сейчас, вот, и не дай бог, потом вызывают и милицию, потом, не дай бог, кого-то пуля заденет или что-то такое. Всегда старший должен предупредить. И ответственные бывают, ну, старший, может, не все уследить, но бывает там шафер, кухолхаса, гмзуарджин. Вот они должны смотреть за всеми, кто с ними ходит. Еще одно. Очень почетно было раньше, когда приглашали тебя поехать в Чанскашик. Теперь же родители невесты, ну, когда обговаривают, фидауга делают, там, сговор, сколько будет поезжан, сколько гостей приедут к вам. Ну, скажут, там, 30-50. А сейчас соберутся и не 30-50, а 150 человек. А накрыто там, если на 30 человек. Куда их девать? Поэтому стыдно, если тебя не позвали, куда мчишься? Ну, сейчас у всех машины, все садятся, едут. Но неудобства создают родителям невесты. Поэтому, чтобы пусть люди услышат нас и понимали, если не позвали официально, то это стыдно. Спасибо вам, Руслан, что вы пришли к нам в студию, что рассказали много
интересного о застольях. И мы надеемся, что будем видеть вас чаще, и вы нам будете разъяснять злободневные вопросы, которые волнуют наших граждан. Спасибо Вам вам большое. Вам спасибо огромное, что пригласили. И большое спасибо за то, что у вас тоже сердце печется, за то, чтобы все было правильно, чтобы не нарушался наши традиции, не нарушались обычаи наши, не нарушались, и по возможности, что хорошее было раньше, чтобы все оставалось, что плохое было, скажем, там, Калым был, все отменили сейчас, да, подарки сейчас не требуют, все это. А что хорошее там, уважение к старшим, уважение к девушкам и тому, чтобы все это у нас сохранялось. Спасибо. Дай Бог. Пожалуйста.